На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. На подстанции Сухум-1, где 5 декабря произошел крупный пожар, продолжаются ремонтно-восстановительные работы. В некоторых районах столицы подача электроэнергии восстановлена. Однако есть районы, где света все еще нет. Во время пожара пострадал один из 2 трансформаторов, установленных на подстанции. Мощности другого на обеспечение электричеством всего города не хватает. И поэтому в столице будет введен внутренний график потребления электроэнергии. Репортаж Алики Трапш. Третий день в столице ведутся работы по ликвидации аварии на подстанции Сухум-1. Для этого задействованы все силы Черноморэнерго. Энергетики и днем, и ночью находятся здесь и делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение во всех частях города и села Яштхуа. С тех пор, как сгорело, с этих пор мы здесь находимся. Непонятное состояние, пока еще никто в себя прийти никак не может. 1,5-2 часа поспали, да, все это. Где-то сейчас перетаскиваем кабели, заводим, кабельные линии. Во время пожара, произошедшего рано утром 5 декабря, на подстанции Сухум-1 полностью выгорели 16 отходящих фидеров, 2 секционных и 4 вводных ячеек. По словам специалиста, причиной пожара стали нагрузки и обветшалость оборудования, которое было установлено еще в 80-х годах прошлого столетия. Оперативная и слаженная работа бригад Черноморэнерго позволила в кратчайшие сроки демонтировать сгоревшее оборудование и установить на его месте новые распределительные ячейки, которые подключили к силовому трансформатору. Это позволило уже на второй день аварии восстановить электроснабжение в некоторых частях города. Днем и ночью работали все службы Черноморэнерго, находились здесь, потому что авария была очень крупная. Это нужно было все сгоревшее оборудование вынести, демонтировать, начинать установку нового. И не покладая рук, они работали, даже не спали в сутки 2-3 часа. Больше не было времени на отдых. И благодаря ихнему труду, такому, тут и труд, и физический, и кроме этого интеллектуальный, потому что это сложное оборудование, новое, там и релейная защита, и автоматика, все это нужно было наладить, и проверить, и так ввести в работу. То есть днем и ночью работали. При пожаре пострадало не только оборудование, но и отходящие линии 10 киловольт. В частности, это кабельные и сигнальные линии, которые необходимы для контроля и измерения параметров оборудования и сети. Энергетики ведут подготовительные работы по замене сгоревших линий. И в связи с этим 7 декабря несколько районов столицы вновь были обесточены на пару часов. Работа предстоит большая, все необходимые силы и средства имеются. Работа проводится. Единственная просьба отнестись с пониманием, так как наши сотрудники не могут работать под напряжением. Это несет угрозу жизни и здоровья наших сотрудников. И мы вынуждены отключать часть оборудования. Мы постараемся минимизировать эти отключения. В данный момент проводятся подготовительные работы. Непосредственно в кабельном канале сгоревшей ЗРУ подстанции Сухум-1, они невозможны при наличии напряжения, так как при пожаре были повреждены большое количество оборудования, в том числе и кабель, который может находиться под напряжением заведомо. Работы по ликвидации последствий аварии ведутся круглосуточно. Ремонтные бригады сменяют друг друга, чтобы хотя бы на пару часов в сутки отдохнуть. На подстанции Сухум-1 последствия аварии устраняют бригады Черноморэнерго, СУЭС и районных электросетей. Сейчас специалисты проводят замену воздушного ввода трансформатора 110 киловольт, а также замену масла. На подстанции 2 трансформатора суммарной мощностью 50 мегаватт. В результате пожара один из них вышел из строя. Мощности другого трансформатора на обеспечение электричеством всей части города не хватает, и потому будет введен внутренний график потребления электроэнергии в столице. Трансформаторной мощности у нас осталось сегодня реально половина. Пока не восстановится второй трансформатор, мы должны будем ввести внутренний график потребления для того, чтобы людям хоть как-то обеспечить электроэнергию. Часа по 3, по 4, по 5. Я не знаю, как получится, как ситуация, как погода будет. Пока не введется в строй второй трансформатор. Когда второй трансформатор будет введен в эксплуатацию и он заработает, тогда мы перейдем в нормальный режим электроснабжения населения нашего города. А когда и будет ли вообще введен в эксплуатацию второй трансформатор, пока неизвестно. Все зависит от тех показателей, которые получат энергетики в результате его обследования. Работы продолжаются, потому что после такой крупной аварии и трансформатор вывели в ремонт силовой. И там в ЗРУ 10 киловольт продолжается работа по установке, наладке нового распредустройства. Это займет, трудно сейчас сказать, займет в пределах
ну так, максимум, я думаю, неделя, а если получится, может быть и раньше. Это зависит еще сейчас ремонт трансформатора от результатов замеров. Нужно все померить, да, результаты замеров уже будет видно, насколько быстро мы сможем вот, в вторую очередь ввести в работу. Реконструкция подстанции Сухум-1 была включена в инвестпрограмму. Часть оборудования уже была закуплена, часть еще в пути. Невозможно переоценить труд энергетиков, которые и днем, и ночью в любую погоду, не покладая рук, трудятся, чтобы в каждом доме был свет и тепло. Зачастую их работа сопряжена с риском и угрозой для их жизни. Так, во время ремонтных работ на подстанции Сухум-1 молодой сотрудник Черноморэнерго в результате удара током в 110 тысяч вольт получил 30% ожогов тела. Он был вывезен в Краснодар. Состояние молодого человека оценивается как тяжелое. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. По выяснению обстоятельств причин пожара на Сухум-1 создана экспертная комиссия. Об этом сообщил генеральный директор РУП Черноморэнерго Михаил Логуа на брифинге, который состоялся на территории подстанции 7 декабря. Руководитель организации также отметил, что до полного восстановления объекта будет разработан отдельный график отключения электричества по городу Сухум. Порядка 2 часов в сутки. На вопросы журналистов также ответили вице-премьер, министр экономики Кристина Озган, главный инженер Черноморэнерго Тимур Кация и начальник СУЭС Тимур Джинджоля. Расширенный репортаж с брифинга смотрите после выпуска новостей. Работы на подстанции Сухум-1 продолжаются и ночью. В этом убедилась наша съемочная группа. Здесь, на подстанции Сухум-1, даже в ночное время суток ни на минуту не прекращаются работы. Бригады посменно, не покладая рук, работают, чтобы устранить последствия аварии. На это брошены все силы Черноморэнерго. Указом президента Аслана Бжания утверждена концепция внешней политики Республики Абхазия. Концепция включает в себя следующие главы: общее положение, современный мир и внешняя политика Республики Абхазия. Основные направления внешней политики: информационное обеспечение внешнеполитической деятельности, формирование и реализация внешней политики. В соответствии с утвержденным концепцией основными принципами внешней политики являются приоритет национальных интересов и открытость к сотрудничеству на основе равноправия и взаимного уважения. С полным текстом концепции можно ознакомиться на официальном сайте президента Абхазии. Президент Абхазии Аслан Бжания принял полковника Александра Апарина по случаю завершения его деятельности в качестве официального представителя ФСБ России в Абхазии и полковника Александра Соболь, сменившего его в этой должности. Глава государства поблагодарил Александра Апарина за вклад в обеспечение безопасности Абхазии. Мерчатые гости. Любое явление, с которым мы сталкиваемся, имеет и начало, и свое завершение. Я думаю, что с той миссией, которая на вас была возложена в Абхазии, вы справились. Приходилось вам работать не в простых условиях. Я хотел бы вас поблагодарить. Мы всегда будем рады вас здесь встречать в качестве гостя. Мы будем всегда помнить ваш вклад в обеспечению безопасности Республики Абхазия. Аслан Бжания преподнес Александру Апарину в качестве подарка традиционный абхазский головной убор башлык. Президент пожелал новому официальному представителю ФСБ России в Абхазии Александру Соболь успехов в новой деятельности. 10 декабря состоится 51-й раунд международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором примут участие представители Абхазии, Южной Осетии, Грузии, России и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС. Нашу делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел Иракли Тужба. Накануне встречи в Женеве МИД Абхазии сделал заявление, в котором отмечается, что абхазская сторона оставляет за собой право потребовать исключения из числа сопредседателей дискуссий председателей ОБСЕ. Как подчеркивается в заявлении МИД, наша сторона сталкивается с дискриминацией и крайне необъективными подходами со стороны ОБСЕ и других международных структур, которые лишают одну из сторон конфликта права голоса.
Совета министров ОБСЕ было принято очередное заявление, в котором группа друзей Грузии прокомментировала сложившуюся ситуацию в Абхазии и выразила поддержку территориальной целостности Грузии. Как известно, это не новое заявление, подобные заявления делались ранее, но на сегодняшний день мы констатируем тот факт, что одна из организаций, чей представитель также является сопредседателем на международных женевских дискуссиях, речь идет непосредственно об ОБСЕ, занимает абсолютно прогрузинскую ориентацию, что мы для себя считаем неприемлемым и невозможным. Исходя из того заявления, которое было сделано Министерством иностранных дел Республики Абхазия, мы четко отразили нашу позицию, где выражаем в очередной раз недоумение и требуем практически возможности для представителей Абхазии выступать на тех международных площадках, где обсуждаются вопросы, связанные с Абхазией. Потому что такой однобокий подход, который демонстрирует сегодня ОБСЕ и страны, которые входят в группу друзей Грузии, которые тиражируют в принципе несостоятельную информацию об Абхазии, да, не учитывая тех политических реалий, которые сегодня складываются в регионе, мы считаем этот подход крайне неконструктивным. Поэтому мы сделали заявление, и мы будем ставить этот вопрос на предстоящем раунде женевских дискуссий, который состоится 10 декабря. Наша делегация уже отправилась и будет принимать участие в Женеве. Естественно, мы этот вопрос поставим, обговорим, но если мы будем сталкиваться с тем, что нас никто слышать не будет, мы оставляем для себя возможность потребовать выхода ОБСЕ из состава сопредседателей международных женевских дискуссий. А если они как-то не примут это заявление? У нас есть для этого определенные свои механизмы, будем действовать по обстановке. Мы ожидаем, что переговоры будут немного сложные. Связано это с тем, что, как известно, из-за пандемии, которая развивается в мире, у нас в течение года эти раунды не проходили, они переносились. И, естественно, накопился большой ряд вопросов, которые требуют обсуждения. Поэтому мы предполагаем, что это будет достаточно насыщенный и непростой раунд. Делегация наша отправилась, у нас есть все наши заключения по тем событиям, которые происходили в регионе. В целом есть наши определенные видения, наши опасения, наши предложения. Естественно, мы надеемся на то, что на этом раунде удастся согласовать текст совместного заявления о неприменении силы между Абхазией и Грузией. Как вы знаете, это является основным посылом вообще женевских дискуссий. В Абхазию доставлено еще 15 тысяч доз российских вакцин Ультрикс и Совигрипп от гриппа. Ранее, в ноябре, в республику уже поступила партия препарата Ультрикс в количестве 2000 доз, предназначенных для медперсонала. Препараты приобретены за счет средств Министерства здравоохранения Абхазии. В данное время вакцина распределяется по медучреждениям. Вакцинация абсолютно бесплатна. Прививку можно будет сделать в районных больницах и поликлиниках. На прошлой неделе в Абхазию было доставлено 15 тысяч доз вакцин от сезонного гриппа. Всего на сумму 2 миллионов 850 тысяч рублей. Сейчас медучреждения отправляют заявки в Минздрав. После того, как все будет обработано, вакцина отправится по районам и начнется вакцинация населения. Медучреждения будут информировать граждан о том, когда они могут прийти и сделать прививку. Хотелось бы отметить, что вакцинация населения проводится абсолютно добровольно, то есть нету принуждений. Каждый желающий по собственному желанию может прийти в медучреждение и вакцинироваться. В 2015 году парламентом Абхазии был принят конституционный закон о судебной власти, который предусматривает внедрение автоматизированной судебно-информационной системы, а также аудио- и видеопротоколирования всех судебных заседаний. Закон должен был вступить в силу еще в январе 2016 года, но в связи с проблемами финансирования его исполнение неоднократно откладывалось. Теперь принято решение о том, что данное положение
Конституционного суда вступят в силу с 1 января 2021 года. Процессу уже дан старт. 7 декабря в Верховном суде прошел тренинг, обучающий новым информационным технологиям. В нем приняли участие около 50 представителей судебной власти. Подробности в репортаже Гугу Цевардания. Электронное распределение дел и материалов, поступающих в суды, аудио и видео, протоколирование судебных заседаний. Теперь этими схемами автоматизированной судебной информационной системы должен владеть каждый представитель судебной власти. Чтобы обучить судей пользованию новой программы, в Абхазию прибыли специалисты московской компании закрытого акционерного общества «Крок Инкорпорейтед». Обучающий семинар проходит в рамках заключенного договора с этой организацией, которая разработала программное обеспечение. Программа является для нас нововведение, и поэтому в течение одной недели как в Верховном суде, так и в районных городских судах пройдут обучение этой программе. После чего будет проведено тестирование обучения. Если работник не смог освоить данную программу, то соответственно, будет повторное обучение проходить. Если после повторного обучения сотрудник, если не освоил данную программу, то уже на усмотрение председателя соответствующего суда в рамках заключенного договора с этим работником дальнейшее его пребывание будет рассматриваться. Потому что знание программы, знание персонального компьютера является обязательным условием для работников аппаратов судов Республики Абхазия. Автоматизированная судебная информационная система позволит сторонам, участвующим в судебном процессе, получить достоверную информацию о ходе судебного разбирательства. Кроме того, уголовное дело или любой другой материал, поступающий в суд, теперь будет распределяться не председателем суда, а электронным способом. То есть сама программа определит, какому из судей дело может быть адресовано для рассмотрения. Все эти новшества, согласно Конституционному закону о судебной власти, принятым парламентом Республики Абхазия, должны были ввести еще в январе 2016 года, но нововведение пришлось отложить из-за недостатка финансирования. Однако сейчас Народное собрание приняло постановление, согласно которому закон вступит в силу 1 января 2021 года. В 2017 году, после проведения мониторинга организаций, которые предоставляют услуги в данной сфере, в сфере современных коммуникаций, нами Верховным судом был заключен договор с ЗАО «Крок Инкорпорейтед». Это московская известная организация, которая предоставляет услуги в данной сфере судам Российской Федерации. И в 2017 году мы заключили договор. Представители данной организации провели обследование всех судов на территории Абхазии, насколько можно внедрить эту систему. И впоследствии была произведена оплата. Оплата была произведена в 2019 году. Оплата всего этого проекта началась с середины 2019 года. Еще одна причина, по которой откладывалось вступление в силу данного закона – неподготовленность судов для работы с автоматизированной системой. Однако, по словам Джемала Гоги, сейчас после подготовки можно утверждать, что суды Республики Абхазия смогут использовать данную программу. Оплата предоставленных услуг пока произведена на 60%. С 1 января суды готовы автоматизированную судебно-информационную систему в части электронного распределения дел, в части электронного документооборота, опубликования судебных актов на сайтах судов, Верховного суда и местных судов, и на обслуживание населения в части предоставления информации, когда и назначены слушания к делу, то есть в онлайн-режиме граждане, обратившиеся в суд, могут получать данную информацию, а также знакомиться с судебными актами, вступившими в законную силу. Помимо всех этих причин, ранее не было подходящих залов судебных заседаний в военном, Гудаузском и Сухумском районных судах. Не имелось и соответствующего оборудования для внедрения новой программы. Что касается аудио-видео протоколирования судебных заседаний, на сегодняшний день из 19 залов судебных заседаний готовы 9 залов. Поэтому в январе будущего года мы не сможем во всей судебной системе это внедрить. В тестовом режиме это возможно в тех судах, в которых оно установлено, но в плане
того, чтобы его использовать во всех судах, мы не готовы. Оборудование и другие необходимые материалы были закуплены на территории Абхазии. Примерная сумма – 50 миллионов рублей. На сегодняшний день на данную программу освоено уже около 30 миллионов. Финансирование оставшейся суммы ожидается уже на следующий год. Исполнение данного закона является обязательным для всех судов Республики Абхазия. Угут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Республики Абхазия объявляет о приеме заявления лиц, претендующих на занятие вакантных должностей. Судьи Верховного суда – 1 единица, судьи Гудаутского районного суда – 1 единица. Прием заявлений кандидатов осуществляется в помещении Министерства юстиции по адресу город Сухум, улица Званба, 9, с 8 по 22 декабря включительно. Телефон для справок 229 44 90. В Абхазском государственном университете состоялась встреча ректора Алеко Гварамия с профессором Колумбийского университета, менеджером проекта ПРООН Рафисом Абазовым. В ходе встречи обсуждались вопросы реформирования среднего профессионального технического образования в Абхазии. В частности, улучшение учебного процесса посредством ремонта зданий колледжей и оснащения оборудованием, подготовка преподавателей и повышение их, а также привлечение молодых кадров. Алеко Гварамия и Рафис Абазов обсудили возможности сотрудничества в реализации различных программ. Глава администрации Сухума Беслан Эшба подписала распоряжение о проведении конкурса на лучшее новогоднее оформление объектов, принадлежащих индивидуальным предпринимателям, а также организациям и предприятиям всех форм собственности. Итоги конкурса подведут до 21 декабря. Контроль за исполнением распоряжения возложен на заместителя главы администрации Леона Кварчия. Несмотря на сложную эпидемиологическую и связанную с этим экономическую ситуацию в городе, администрацией города Сухум было принято решение не лишать горожан ощущения новогоднего праздника и отпраздновать Новый год, но с обязательным учетом всех санитарно-эпидемиологических ограничений. Подобное празднование включает в себя в том числе и новогоднее оформление столицы. И в этом вопросе, помимо усилий, предпринимаемых администрацией города Сухум за счет бюджетных средств, большое значение имеет то, каким образом подойдут к новогоднему оформлению своих объектов предприниматели. Поэтому нами было принято решение объявить конкурс среди предпринимателей на лучшее новогоднее оформление в 3 номинациях. Лучшее новогоднее оформление прилегающей территории, лучшее новогоднее оформление фасада и лучшее новогоднее оформление витрины. Конкурс проводится с 23 ноября по 15 декабря, а итоги его будут подведены 21 декабря. Победители конкурса получат денежные призы, а также благодарственные грамоты от имени главы администрации города в торжественной обстановке. Со всеми документами, касающимися участия в конкурсе, а также с формой подачи заявки на конкурс, можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Сухум или же получить дополнительные консультации в Департаменте экономического развития. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, во вторник в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью плюс 2,7, днем плюс 10-15. Температура морской воды плюс 15. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.